На улице 50 самани, $7 беру за час всего. Часто еще издеваются клиенты, матерятся, бьют и не платят. Деньги отбирают. Еду только покупаем, продукты. И ничего не остается от денег. Дилафрус, имя изменено, уже 40 лет. Четверть жизни после развода с мужем она занимается проституцией на улицах Душанбе. Зарабатывает копейки, и из-за возраста клиентов все меньше. Об ужесточении наказания она отзывается, как ни странно, положительно. Говорит, что конкуренции будет меньше. Ей платить штраф все равно нечем, а ареста одинокая женщина не боится. Пусть закрывают на 15 суток. Слишком много стало девушек, особенно молодых, 95-94 годов рождения. Такое равнодушное отношение Дилафрус к ужесточению закона не разделяет Шахло. Для нее торговля своим телом – единственная возможность прокормить детей, ведь она ничего не умеет делать. Чтобы найти деньги на штраф, нужно работать 2 месяца, а если задержат, что будет с дочерью и сыном? Я забеременела в 9 классе. Сейчас моя дочь пошла уже во 2 класс, сыну 5 лет. Я 89-го года рождения, их надо кормить. Даже родители знают, чем я занимаюсь. Ничего по этому поводу не говорят. У меня нет ни братьев, ни сестер. Я помогаю родителям, одежду покупаю, продукты. Узнать мнение жриц любви и их отношение к новому закону очень сложно. Даже со спины и за деньги давать интервью, да и просто говорить на эту тему они боятся. Однако правозащитники, занимающиеся этим вопросом, утверждают, что штрафы и аресты сильно ударят по женщинам. Меньше их не станет, ведь на это их толкает безысходность, нищета и безработица. Я тоже много говорила с проститутками. Они говорят о том, что если была бы у них работа, если бы нормальная зарплата, они бы никогда не пошли на это. Я верю в это, потому что я вижу социально-экономическую ситуацию в Таджикистане. Большинство женщин на панели оказывается после развода или просто брошены мужьями, в основном трудовыми мигрантами. Практически у всех более 1 ребенка. Также правозащитники говорят, что одна из причин – несовершенство таджикских законов. Мы часто видим, что многие таджички выходят замуж за иностранцев, но по законодательству, которое существует в Таджикистане, они не имеют права зарегистрироваться, иностранцы, и поэтому они на какое-то время женятся, потом уезжают. А эти девушки, эти женщины, они остаются одним или с детьми. По мнению экспертов, в новом законе проституток пугает больше не возможность штрафов или арестов, а то, что о правонарушении будет сообщено родственникам. Родственники, если будут знать, это очень страшно для этих девушек. Или, допустим, соседи, круг друзей. И знаете, что большинство в Таджикистане, огромное большинство, они презирают их. Потому что мы традиционное общество, это в Европе, в других государствах толерантно относится к этим вопросам. А здесь считайте, что это смертная казнь для этих женщин. Никаких положительных сторон нового закона нет, считают правозащитники. С проституцией нужно бороться социально-экономическими методами, помогать с трудоустройством и получением рабочих специальностей. Но сегодня в стране этим вообще никто не занимается, и поэтому жриц любви будет становиться только больше, уверены эксперты. Анушер Вон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.